Слушай. Осторожнее! Сюда, пожалуйста, располагайтесь. Уитни Хьюстон. Вам чай, кофе или, может быть, коньяку? А вы сами что будете? С моим желудком только кефир. Ну, тогда мне тоже коньяк, а то у меня давление низкое. Алло? Павел? Павел, почему ты так долго не брал трубку, а? Да, Паша? Да, я уже здесь? Нет, мы еще не говорили. Нет, ну, Паша, ну сам посуди, да какой из меня киллер, а? Да он же все поймет. То он, наверное, уже и так все понял. Так, Паша, я понял. Да, я понимаю, кризис, деньги. Я постараюсь. Да, Николай Николаевич, как я и обещал, все будет в лучшем виде. Да? Всего вам доброго. До свидания. Деловой разговор. Понимаю, время такое. Поди от заказов отбоя нет. Не жалуемся. А я, знаете ли, нервничаю слегка. Никогда раньше не приходилось общаться с наемными людьми вашей профессии. Вы знаете, прямо мурашки из-за вас. Исходит от вас какая-то такая энергия. Да? Да. Ну да, конечно, исходит. А я вас, кстати, себе такими представлял. Мешковатый костюм скрывает стальные мышцы. Нет, ну почему же мешковатый? Это шерсть? Я хотел сказать, что он свободно на вас сидит и скрывает ваши тренированные бицепсы. Ну да. Надо бы в зал походить. Зачем зал? Ну чтоб костюм не скрывал так, бицепс. А я думал, это ваш стиль. Вам же нельзя выделяться в толпе. Да ну что вы, я сроду никогда в толпе не выделялся. Вот как помню. Сижу на собрании, забьюсь в уголочек, никого не трогаю, благодать. На каком собрании? Мне говорили, вы один работаете. Да, один, ну я это, про советское время, а советское время, сами понимаете, куда без коллектива? Никуда. Понимаю. Вы, наверное, военный. Хотя, понимаю, вы не ответите. Это ведь, наверное, военная тайна. Нет, ну почему же не отвечу? Я филолог, изучаю творчество народов Крайнего Севера. Изящно выразились. В Магадане изучали творчество? Сижу на нарах, как король на именинах, верно? Нет, ну я действительно филолог. Вот Эвеньки, Чукчи, это... Давайте так, если не хотите говорить, давайте приступим сразу к делу. Давайте. Итак, кого я должен убить? Что, с ума сошли? Никаких записей? Нет, ну я не записи, я что буду запомнить, рисую. Как на собраниях, что ли? Ну да. Нет, я могу и не делать этого. Ладно, рисуйте. Так, 20 лет назад я встретил одну девушку. Она была старше, но сейчас эта разница 4 года не имеет того значения. Да-да, сейчас не имеет. А вот тогда все было иначе. Она казалась взрослой, опытной. Конечно, это меня немного отталкивало, но с другой стороны притягивало. Влюбился как мальчишка, хотел даже жениться. Хотя мы с ней даже и, как бы вам покультурнее сказать... Так вы вступали в половую связь, да? Да, можно и так сказать. Ну, конечно, мои родители были против этого брака. Кто я и кто она. Вы сопляк, а она опытная, да? Между прочим, учился на втором курсе МГУ на журналистике. Без 5 минут звезда уже печатался в комсомолке. А она приехала из каких-то там верхних Валберей в драмных колготках. И 3-й год поступала в АВГИК. Но мне это ничуть не отталкивало, наоборот. Вы потеряли голову, да?
Если кто тебе. Если вы помните, раньше была одна вечная проблема. Где? Дома родители, у друзей тоже родители, а в гостиницу без свидетельства не пускали. Что же мне проблема? Подъездов куча. Тогда замков не ставили кодовых. Ну, это вы уж извольте сами в подъезде, если вам на гигиену чекать. Господи, драные колготки, особенно туда гигиеном подавай, а? Вы часом не захмелели? Я? Стекло? Тепло. Так, продолжим. Конечно, когда мои родители уехали, я сразу потащил ее к себе. Правда, в квартире оставалась бабка, но она редко выходила из своей Простите? комнаты. Вы, наверное, думаете, зачем я вам это все рассказываю? Нет, у меня просто ручка не пишет. Возьмите мою. Так, на чем я остановился? На том, что у вас не все были дома, вы переспали бы с этой драной колготкой, если бы не бабка, верно? Короче, надо сделать так, чтобы ее смерть выглядела естественной. Нет ничего проще. Уснула, не проснулась, она же старая. Нет, напротив, она молодая. Кто, бабка? Да какая бабка? Бабки давно нет. Вы ликвидировали, да? Да никто ее не ликвидировал, просто заснула и не проснулась. Понимаю. Да ни черта вы не понимаете, ваш объект моя жена. Ну та, которая в колготках. Дались вам эти колготки. Нет, ну а чего же, яркая деталь. Зрительно вот так и вижу. Комната, лампа со старым абажуром, старушка клюет носом, а девушке пахнет морозом яблоками, а у юноши потеет ладонь. Да ничего у меня не потело, это не важно. Ваш объект моя жена. Она меня на 20 лет младше, ясно? Погодите. Нет, ну вы же говорили на 4 года старше. Что, с ума сошли? 4 года, драные колготки. Вы зачем это все записывали? Я потом бы сам бы это все порвал. Да так, чтобы запомнить. Мне вас рекомендовали, как опытного, но у меня появились серьезные сомнения. Pогодите-ка, откуда вы знаете, как ведут себя опытные, а? Скажите честно, вы раньше выполняли подобную работу? Так и знала. Понимаете, здесь просто цепочка нелепых обстоятельств. Я на самом деле филолог. Давайте лучше пойдем. Стойте! Ну подождите, был не прав, но и вы меня поймите. Ситуация необычайная для меня, я впервые таким. Да думаете вы, что хотите, я тоже, между прочим, этим никогда не занимался. А давайте так, я вас не видел, вы меня. Вы да прекратите вы, филолог. Я же извинился, сколько можно? Продолжим? Итак, ваш объект моя жена. Мы с ней всего 3 года прожили. Погодите, а к чему был весь этот длинный рассказ? Женщина какой-то вековой давности? Ну я хотел вам рассказать предысторию, чтобы вы не подумали, что я из-за денег пришел. Понимаете, здесь ситуация гораздо сложнее. Что за бред вы несете постоянно, а? Если вы хотите покаяться, шли бы к священнику. А у меня все просто, нет человека, нет проблем. Ладно, я согласен. С любовником поймали? Нет, не поймал. Молодой и богатый. Нет, вы богатый и умный, а он тупой, брутальный жеребец. Да а? что за пошлыми категориями вы мыслите? Жеребцы какие-то, деньги, измена. Нет, ну про деньги вы мне сами сказали. А насчет категории я вам так отвечу. Знаете ли, жен свек заказывает тоже не бог весь какая оригинальность. Было бы так, каждый третий бы так делал. А сами что? Или скажете холост? А чего же? Женат, 15 лет кукую, между прочим. И что, все 15 душа в душу? По-разному. И что, никогда вот не хотелось взять и... Хотелось, но сами понимаете. Сапожник без сапог. И к тому же дети. А вот у вас дети есть? Нет у меня детей. Вот видите, вам проще, а мне как. Подожди, доча, сейчас маму кокну, в зоопарк пойдем. Коньяк какой-то у вас не свежий. Может, другой принесете? Коньяка больше нет, только бренди. Потянет? Оно потянет, вам не повредит? Нет? Да ну что вы, понимаете? Вот устал я очень, на совести много зла. Вот сейчас выпью бренди, вызову такси домой спать. Минуточку, а работа? А что работа? Что работа? Я, между прочим, свободный художник, могу и подольше поваляться. Давайте серьезнее. Через час приезжает моя супруга, а у меня на это время встреча назначена. Будет железная алиби. Это нужно сегодня все сделать? Ну, конечно, чего рассусоливать? Вы же профессионал. Нет, ну я думал, мы встретимся, обсудим детали, и я получу задаток. И к тому же я с собой пистолет не взял. А пистолет вам не нужен, а задаток вы получите. Смотрите. Так, если вы помните, вот внизу у нас есть охрана, а на этаже консьерж. Поэтому, если дома кто-то есть, мы дверь не запираем. Сейчас. Я уйду. Дверь оставлю открытой. Что? Вы сейчас мне объясняете, как я должен выполнить свою работу? Ну да.
Прекрасно, превосходно, я счастлив. Да что вам не нравится? Да все мне не нравится, как это раздражает, как это бесит, вы бы знали. Директора, заказчики, топ-менеджеры. Вы почему решили, что с деньгами и властью вам дали универсальное знание всего? Нет, ну вы платите вроде бы за конечный результат, но ведь просто результат вас не устраивает. Вы вечно учите проституток давать, футболистов пинать, парикмахеров стричь. Повара, который готовит вам блюдо по вашему же рецепту. Плюете с него, говорите гадость, испортил ваш гениальный замысел. Я вам солгал. Что? Что? Обманул вас, говорю. Никакой энергии, конечно, от вас не исходит. Да, в принципе, и не можете исходить. Ну вот посмотрите на себя. Весь неопрятный, небритый, в лохмотьях. А у нас ведь как? Выучил анальгин с Димитрова, вот тебе и врач. Форму напялил, уже офицер. Лягушку в детстве надул, в вашем случае, а уже киллер. Из кого выбирать? Лотерея. Лень это, а не лотерея. Между прочим, приличные специалисты есть, нужно их искать. Вы заказ берете? Беру. При одном условии. Каком? Бренди. Я хочу бренди. Бренди? Легко. Давайте на кухню. Ну вот, как-то так. Красиво, но уж как-то по-американски. Вы теперь каждый шаг будете контролировать. Итак, объясняю вам ваши действия. Минуточку, чтобы потом не перебивать. Ну, Мы про бренди так и не выяснили с вами. бренди будет, но немного попозже. Я же обещал. Итак, как я и говорил, сейчас я уйду. Дверь оставлю открытой. Поэтому жена подумает, что я дома. Она приходит, а вместо вас я. Здрасте. Нет! Минуточку внимания, если можно, хорошо? Там в ванной, я воду оставлю открытой, поэтому жена подумает, что я там. А там буду я, да? Нет! Вы встанете вот в этот шкаф, а вот эту коробочку я поставлю на кровать, поэтому жена подумает, что я приготовил ей приятный сюрприз. Она начнет коробочку распаковывать. А там сюрприз, но неприятный, да? Нет, там женское белье. А вы, будучи в шкафу, подождете, пока она не повернется к вам спиной. Подождите секундочку. А почему она должна повернуться ко мне спиной? Да потому что она будет глядеть себя вот в это зеркало. Так она что, будет раздеваться передо мной догола? Да она не перед вами, она у себя дома, одна. Нет, ну давайте как-то проще сделаем. А давайте так. Я встану у вас вот под вешалкой. Она зайдет, я ее огрею, будет ограбление, а? Вы меня будете слушать или нет? Никакого ограбления не надо. Вино, свечи, бокалы. Это я все приготовил для того, чтобы жена подумала, будто романтический ужин. А милиция потом... Милиция? Вы что, собираетесь вызывать милицию? Конечно, а как без милиции? Нет, ну так потом милицию, когда я уже уйду, так? Да вы будете уже валяться, или как у вас там отдыхают свободные художники. Ну, конечно, милиция предположит, что у моей жены есть любовник, а на одном из бокалов, кстати, найдут отпечатки пальцев постороннего мужчины. Да, вот так. Нет, ну... Это все равно останется. Эти отпечатки пальцев моего непосредственного начальника. А, так все проще, чем я полагал. Значит, жену в гроб, начальника в тюрягу, а сами в седло. А говорить деньги ни при чем, да? Так, нужно тогда все проиграть. Так. Значит, там у нас шумит вода. Она входит в комнату. Ой, какая красивая Да коробка. прекратите, хватит кривляться. Вот я о чем вам говорю. Так, давайте-ка задаток. Мы неделю с вами встретимся, на простой планчик, вы его утвердите. Так, где у нас там бренди? Ты что, алкоголик, что ли? Нет, ну почему же сразу алкоголик, а? Ну раз сегодня работы не будет, Да все будет, будет работа, лезьте в шкаф. а если дверца скрипнет? Не скрипнет, лезьте. Да? Действительно не скрипит. Лезьте давайте. Давайте вы что-нибудь говорите, Что говорить? ну что-нибудь про белье, мол, как оно замечательно сидит, и что Машка Иванова сдохнет. Да от какая зависти. Машка Иванова? Ну, подружка ее. Какое замечательное белье. Машка Иванова сдохнет от зависти. Наташ, я тут? Слышали? Ничего не слышно. И почему вы решили, что она вообще что-то будет говорить, а? Это вы так решили.
Ну, вы понимаете, я пытаюсь рассуждать логически. Как я в шкафу пойму, что она уже разделась и повернулась? Там есть замочная скважина. Да? Ну-ка. Да, такую дырку ты не видишь нифига. Так тут только плечи, а ты грудь видишь. Наша жена вышла. Ниже! Тогда и на грудь не поглянешь. Да зачем вам ее грудь? Потом рассмотрите, если хотите. В нашем деле самое важное что? Что? Вовремя взглянуть на грудь. На грудь? Это зачем? Ну как зачем? Ну, чтобы сопоставить расстояние и из-за этого не промазать. Так, а где пистолет? Я сказал, мой дома. Пистолет вам не нужен. Когда она повернется к вам спиной, вы ударите ее сзади бутылкой. Кстати, бутылку тоже надо взять за горлышко платком. Там тоже отпечатки пальцев. Ну, проклятый дилетант, а? Да что опять вас не устраивает? Да то, вы когда-нибудь убивали человека бутылкой? Нет, поэтому вас нанял. Вот наняли, а сами учите. Вы что имеете против бутылки? Да то, что бутылка ломается, но, как правило, человек остается жив. И добить нечем. Что предлагаете потом? Осколками тыкать? Вот вы что предлагаете? Я предлагаю взять гантели. Тоже мне говорили филолог. Нет в русском языке слова гантеля. А куда бы оно делось? А никуда и не делось. Просто не было и нет. Множественное число гантели. Единственное число гантель. Из немецкого языка пришло. О, оно и видно, что вы грамматический фюрер. Да пусть будет гантеля, что я с вами Ну, играю. давайте гантелю. А у меня нет гантели. А вы думаете, она у меня в портфеле есть, да? А зачем вы предложили гантель, если у вас ее нет, а? А гири? Гири у вас есть? И гири нет, и штанги, и бейсбольной биты нет. И есть велотренажер принести? А, так давайте у соседей спросим. Что спросим, это тупой и твердый предмет? Понимаю, глупость морозил. Ну вы сами видите, что там построено на песке, нет фундамента. Орудие, так сказать. Мое орудие – это вы. И вы сегодня, безусловно, сделаете то, ради чего сюда явились. Вы знаете, это похоже на угрозу. Неимоверная проницательность. Хочу вам сообщить, что весь наш разговор был записан на диктофон. Игорь Валентинович, ну вы же взрослый человек. И должны прекрасно понимать, что записи не являются доказательством в суде. Да, но крови вам попортят. А вы не боитесь так себя вести с человеком моего рода занятий? С человеком вашего рода занятий, может, и боюсь, а вот с вами нисколечко. Внешность обманчивая, Игорь Валентинович. Только не ваша. Вы с ней очень гармоничны. Все, довольно оскорблений, я ухожу. Да, мне пора идти, поэтому вот задаток. Пересчитывать будете? Буду. Тонкий уж больно. Прилюдно. Пора, да. 2000. Румынский лей. Алло? Алло, Паша? Паша, что мне делать, Паша? Да как? Паша, он себе все на диктофон записывал, Паша. Паша, да в том-то и дело, что я деньги взял уже. Да? Паша, да о чем ты говоришь? Меня же посадить, я там не смогу. Так, Паша, я понял. Хорошо, я скоро буду. Господи, как же вы меня напугали, а? Ух ты, какие мы нежные. В валидолу? Ой, было бы неплохо. А говорят, это наше поколение наглое. Ты вообще соображаешь, что ты несешь? Ты что здесь делаешь? Супруг ваш пригласил на ужин на деловой вот. Любопытно. Значит, получается, что у вас здесь была гей-вечеринка при свечах? Нет, ну почему сразу геи? Не геи, а обычная вечеринка. А свечи, свет выключали, понимаете, электричество. Ты что за бред несешь? Бред? Бред, да, вы правы, бред. А допустим, мы геи, что геи, трансвеститы, бисексуалы, это, между прочим, передовой отряд человечества. На острие, так сказать.
понимаете, прогресса. А вы что, раньше со своими супругами замечали? Ну, некоторых странностей? Нет, не замечала. Нет? Ну, тогда это означает только одно. Это означает только то, что никакого супруга у меня нет. Нет? А, тогда кузен, брат, дядя. Нет? А, так это значит не ваша квартира, да? Ну, наконец-то. Нет, я всегда знала, что филолог – это кретин с дипломом. Но чтобы настолько... Погодите, а откуда вы знаете, что я филолог? Я же вам не говорил. Хозяин, видимо, придет не скоро. Было очень приятно провести время в обществе такой симпатичной и хамоватой молодой особы. Но! Ай, как нехорошо. Деньги взял, а работу делать не хочет. Нет, ну что за народишко? Кинуть норовит при любой возможности. Солидный вроде бы дядечка, доцент, фольклор чукотский он изучал. Я понимаю, это была чудовищная ошибка. Это розыгрыш, да? Скрытая камера? Все уже не смешно, выходите! Выходите! Камера тебе обеспечена, не сомневайся. Быстро сел на стул. Руки назад. Вы из милиции? Да, из детской комнаты. А что будет дальше? Увидишь. Вы меня будете убивать? Посмотрим. Что я сделал, а? Тернер, Хьюстон. Пакость. А ведь люди за этот сироп еще и деньги платят. Лицензия? 15 евриков стоит, если не больше. А меня бразильский джаз умиротворяет. Я же и говорю, музыка для овощей. Часа полтора еще. Тоска. Как очередь в поликлинике. Вот с детства помню. Придешь вовремя, перед тобой почему-то 40 человек нарисовалось. Ненавижу. Ненавижу ваше любимое слово. Заткнись уже, а? Тоска. В кино такие моменты не показывают. Там только действие, экшен, красота. А что будет, если перемотать наше с вами вялое ожидание? Ну, сначала мадам Таскаева распечется из позы лотоса, затем ее сомнет в гармошку молоденький массажист, она высосет 2 зеленых коктейля, сядет в свой перламутровый БМВ первой серии и дотелепает сюда по жутким пробкам. Здесь я ее встречу, свяжу, сниму с тебя наручники, и ты ее задушишь. Ну, с трудом, разумеется, потому что ты хилый ботаник. Наверное, тебе придется взять подушку и навалиться на нее всем своим дряблым телом. Не буду я никого душить ни подушкой, ни струной гитарной. Тут есть гитара? Не знаю. Интересная ты класса все-таки, профессор. С высшим образованием человек. Не какой-нибудь дядя Боря из котельной. На что вообще рассчитывал, когда сюда шел? Да как, на что? Думал, получу деньги, да и все. Ну, об этом гениальном плане я знаю. А дальше что? Нет, ну а что дальше? Через некоторое время Игорь Валентинович, конечно же, понял бы, что его кинули. Но не в милицию же ему идти, да? Смешно. Я деньги заплатил, они никого не убили. Да, девственно чистый логический аппарат. И чего Игорь Валентинович должен в милицию идти? А куда еще? На Кудыкину гору. К браткам, к бандитам, к людям, которые занимаются такими вещами, к организованному преступному элементу. Не слышала такого? Нашли бы тебя за 3 секунды, и кишки бы вытрясли, и деньги, и душу. Нет, Игорь Валентинович не такой человек. Были бы у него такие связи, он не меня, а настоящего головореза банально. Головорез, нафталин какой-то. Ну и помойка. Мадам Таскаеву заодно это прибить стоит. Если самой лень, хоть прислугу бы гоняла. А люди со средствами всякую гадость в рот тащат. А вы, наверное, сидели бы в ресторане, жрали бы устрицы, слушали бы радиохэд, живьем на концерте. Как-то так? Задирай меня, филолог, зубы выбью. Усвой простые правила. Здесь унижаю, насмехаюсь и третирую я. А ты унижаешься и обтекаешь. По-моему, все просто. О, говорю, гантели нет. Говорю же, в каждом доме должны быть. Вы представляете, барышня, даже у меня есть. Судя по тебе, ты ими не злоупотреблял. Нет, важен сам факт. Без гантелей нет надежды. Вот так вот смотришь на них и думаешь, с понедельника брошу курить и начну качаться. Сегодня четверг, милый, рыбный день. В четверг не начинают новую жизнь, зато часто прекращают что-нибудь старое. И ты вскоре этим займешься. Но у нас, как я понимаю, смена инструментов. Прощай, подушка, здравствуй, гантеля.
Сам говорил, что предпочитаешь жесткий контент. Видеонаблюдение, 21 век. Я с удовольствием смотрела вашу беседу с Игорем Валентиновичем прямо в машине у подъезда. Давно так не хохотала. Комики оба. Я просто пытался играть роль. Я хотел забрать у него деньги. А да и ты всё. спроси себя, почему у тебя в твоем возрасте даже заначки на черный день нет? Нет друзей, у которых ты можешь занять без возврата. Спроси. Так миллионы людей так живут. Миллионам людей в голову бы никогда не пришло лезть туда, где они ничего не понимают. Разыгрывать из себя киллера. Боже! Кризис. И я был в отчаянии. Супруга потеряла работу, и мы не можем больше снимать квартиру. Так вот и задавай себе этот вопрос. Почему это с тобой произошло? Почему ты здесь? Почему ты? А вот, может, ты мне ответишь, почему я, почему здесь? Вы, наверное, выбирали, да? Ты идеальный кандидат. Тихий омут, доверчивый неудачник. Кроме того, мадам Таскаева учится в педагогическом. Ты читала у нее лекции. Но ты же не помнишь, у тебя же много студенточек. Зато милиция связь установит легко. Бумс, и дело закрыто. Мечта любого следователя. Студентка флиртовала с преподавателем радиооценки. Затем необходимость отпала, и она его бросила. А он проник в ее квартиру и убил гантелью. Какой кошмар! Тебя найдут здесь пьяного в крови. Да, я бы сейчас выпил. После работы, родной, после работы. Бутылку великолепного шотландского виски. Через 9 минут алкоголь сосется в кровь, и на много часов ты будешь избавлен от мук совести. Я вам уже сказал, я не буду никого душить, бить гантели или топить в ванной. Вам меня не заставить. Заставлю. Пойми уже ты, наконец. У меня есть универсальный пульт управления разумными существами. Я подвожу его вот сюда, и у тебя срабатывает бортприемник красная лампочка, которая называется инстинкт самосохранения. И ну скажи, что ты не будешь. Давай! А у меня начинается паническая атака! Тварь, ты мне ногу сломала! Не хами! Пистолет все еще у меня. Ты мне кость расплющила! Может, и расплющила. Зато я смотрю, ты тоже перешел на ты. Сработаешься. А я вот все сижу и жду, когда же он начнется. Кто? Стокгольмский синдром, когда я начну тебе симпатию испытывать. Уже, милый. Согласись, ты бы хотел иметь у себя на курсе такую студентку? А что? Молода, уверена в себе, не краснеет, когда отвечает о чукотском фольклоре. Ты бы даже дочку такую хотел, папаша. Да упаси Господь, я своей дочерью доволен. Нет, ты боишься, что она на тебя будет похожа, правильно? Угадала? Но я тебя успокою. Я уже давно не студентка, просто я слежу за собой, занимаюсь спортом. Гантель у меня, в отличие от некоторых, непростая. Последний вопрос остался. Ну? Зачем нужно было Пашу подсылать? Зачем нужно было в театре весь это разыгрывать? Ну, здесь я уже не знаю. По желанию заказчика Игорь Валентинович так решил. Мое дело сторона. Любой каприз за его деньги. А зачем нужно было, чтобы я себе киллера порчил? Но не обижайся. Правда ведь смешно получилось? Пройдет время, вспомнишь, сам посмеешься. А белишко Игорь Валентинович замечательно прикупил. Еще одна бесполезная трата денег. Мой размер?
Маша, пульс проверь на шее, Маша! Пульс? Федя, нет у нее пульса. Я, наверное, убила ее. Она, похоже, мертвая, Федя. Я человека убила. Федя, насмерть. Маша! По-настоящему. Маша! Маша, расстегни меня, а? Ключ у нее в кармане. Давай быстрее, Маша. В кармане ключ, быстрее, ну. Скорее, Маша. Давай, давай. Ой, Федя, подожди, я не умею. Подожди, сейчас. Давай я сам. Где ключи? Федя, может быть, сейчас лучше не пить? Да? А почему бы и нет, а? Прекрасный повод. Федор Константинович, а вы по каким поводам больше всего любите выпить? Кто? Я? Я по-разному, но особенно, когда моя жена убивает незнакомую тетку в гантеле. Нет, ну видела бы ты себя? Главное, говорит, я ее убила! А сама сидит как удав спокойная, а? А что мне надо было делать? Что делать? За мужем не шпиони, такая простая мысль тебе в голову не приходила? Так я и не шпионила, Федя! Да? А как это называется? Взять, поставить чужой телефон на слежение? Я, допустим, о таком услуге вообще не слышал. Федя, хватит уже, Федя! Удобно ведь как, а? Мало ли что с тобой случилось и где мне тебя искать. А здесь Удобно, прямо как все на карте Удобно, видно. волшебно, прям как на карте. А сказать об этом ты мне забыла, да? Вот будешь смеяться, 3 раза или 4 говорила. Да? Да, И что я ответил? как обычно. Угу-угу. Как ты. Потому что ты меня никогда не слушаешь, Федя. Конечно, ты у нас самый умный. Ой, господи, боже мой, опять я во всем виновата. А я-то думала, ты опять по студенткам побежал. Да не бегал я никуда, Маша! По студентам, а? Да даже если и бегал, тебе какая разница, а? Я, между прочим, живой человек, могу тебя разлюбить и влюбиться в какую-нибудь... О! Такую какую-нибудь красивую. А допустим, у меня тут действительно свидание было. Тогда что? Да я тебя прибила сразу. А, в этом я ничуть не сомневаюсь, а? Вот так вот, а? Прожил 20 лет с Матахари под одной крышей. Да ты что? Она меня зато душила как клещами. У меня уже в глазах потемнело все, думала, конец подушила. Да! А сначала ты волосы вцепилась и гантелью ее ударила. Да? Она тебя наручниками приковала и подставить хотела. Ты в тюрьму сел? Да я сел, блин, твое собачье дело, теперь ты, дура, можешь сесть. Нет, ну ты подумала, что я буду делать с ребенком, а тем более с девочкой. Вот что тебя волнует. Ребенок у нас на шее. Ничего не развалишься. Ей 15, Федя. Горшки, слава богу, выносить не надо. Да, я может, ты слышал. поговоришь с ней пару раз, а то она не помнит, как твой голос звучит. Слышали мы это все? Я паршивый отец, из рук вон. Только что-то Маша, пока этот паршивый отец никого не убил. А я, можно подумать, по своей доброй воле ее убила. Маша, а что будет, если нас обоих посадят? Что? Маша, я говорю, что будет со Светкой, если мы оба сядем? Маша, ты в шоке, что ли? Да, очнись, мы в чужой квартире, кто труп? Не убей меня! Истеричка! Да, орать на тебя нельзя, ты же это, железная, гантелевая. Что же нам теперь делать, гантелевая? Через 40 минут пигалица этого заявится, а там консьерж. Она же в милицию позвонит, Маша. Ну что же делать, а? И ведь самая главная подлость в чем? У нас в стране всегда все всех убивают, хоть кого вы нашли. Маша, мы с тобой же сядем, Маша! Ну тише, Федя. Успокойся, тебе нервничать нельзя. Атака твоя начнется паническая. Время при миокардите. Маша, куда я полезла? Как обычно, родной. Полез, куда полезла. Маша, прости меня. Хорошо, успокойся. Маша, давай в милицию звонить, будь что будет. Так, а ну успокойся. Ведь ты правильно
чем? О том, что никто никого не ловит, да? Мы с тобой просто встанем и уйдем отсюда. Домой не заезжаем, дочку вызовем и на Казахстан поедем, к тетке. Маша, на какие шиши, Маша, а? Да на задаток твой в портфеле сколько там? А, там 2000. 2000 Ты долларов. посчитал? Да, 2000. Да, молодец. Вот и для начала их хватит. А если он бандитов наймет? Кто заказчик твой? Да. Никого он не наймет. Подожди, надо подумать. Так. Скоро придет жена твоего заказчика, так? Обнаружит труп. В милицию звонить не станет и мужа не станет. А кому в первую очередь позвонит? Папе. Папа у нас человек богатый. Со властью связываться ему не резонно. Какая-то мертвая наемница с глушителем. Что подумает? Что зятя заказали. А зять у нас прыткий оказался. Так он и вызовет бригаду. Здесь ему все вычистят тихо и аккуратно. Да, Маша? А вот это у нее что же такие связи могут разные быть? Да кому нужна эта шушера? Навернулась сама виновата. Вот так вот слушаешь людей, все у вас хорошо и спокойно. Федя, я это не люди. Я это я, между прочим. Так, успокойся, возьми себя в руки. Нет у нас времени. На пасашоке двинули. Пошли. Браво, браво, браво. Наслаждался каждым словом. Прямо криминальная сага. Вы, полагаю, тот самый человек, который желает устранить жену? А вы, полагаю, та самая жена, которая устранила человека? Да. Неаппетитное зрелище. Кстати, Федор, вы оказались правы. Гантель эффективно. Жаль вот только сравнить не с чем. Контрольного удара бутылкой не было. Кровью мне все тут заляпали. Надо же так, а? Приходят люди в чужой дом, ведут себя по-скотски. Тоже мне интеллигенция. Бренди открыли. Между прочим, недешевое удовольствие. Что мы теперь будем делать? А я не знаю, что вы теперь будете делать. По дороге в участок разберетесь. Что лучше? Показания какие дать или молчанку играть? Послушайте, не так все просто. Мы ведь можем дать разные показания. Правильно. Так я о чем? Вам надо сразу между собой договориться, а то еще больше запутаетесь. Вы прекрасно поняли, что я имела в виду. Да понял, я понял. Такие толстые намеки я с 3 лет понимаю. Вы же мне угрожаете, верно? Ну, Угрожаете. Мол, расскажете, как я жену хотел заказать, как деньги за это платил. Ведь так? Весьма наивно. Я скажу, что пришел домой, обнаружил 2 незнакомых людей и труп. вы знаете, а мы не милиция о вашем заказе расскажем. Да? Да, А кому? вашему тестю. О, как моему богатенькому тестю. Знаете, Федор, что я вам хочу сказать? Есть у вашей жены чувство болевой точки. Ох, непроста. Какой точный ход, а? Оценили? Что милиция? Милиции лишь бы поскорее дело закрыть и отчитаться, так? А тесть мой? Тесть мой совершенно из другого теста. Начнет вопросы задавать. Следить за мной. Вдруг мое положение станет шатким, и я пойду как будто по лезвию. И тут мне явный шаг. Может, хватит юродства? А чего же? Я это дело очень уважаю. А давайте продолжим. Вы мне скажете, что за человек этот мой тесть? И как он отреагирует на бредни 2 незнакомых филологов? Я не филолог, между прочим. А вы чего оправдываетесь? Вы часом не подкаблучник, а? Он не подкаблучник. Блеск о вас уже в 3-м лице говорят. Давайте ближе к теме. Мы вообще сможем утрясти с вами эту проблему? Вы чего молчите? Мы же с вами сделку заключали, а не с этой вашей. Да какую там сделку вы меня хотели сразу подставить? Не спорю. Но и вы хотели с моими деньгами сбежать. А вдруг ситуация резко изменилась, и у меня в квартире мертвая женщина. И заметьте, совершенно не та мертвая женщина, которая должна была быть. Хорошо, допустим. Так что вы от нас хотите? Ну, наконец-то один хороший вопрос. Скоро придет моя жена, и она должна остаться примерно в этом же виде. А потом можете драпать свой Казахстан. Нет, об этом не может быть и речи. Подожди, Федя. И вы, конечно, никого не будете вызывать. Маша, о чем это ты, а? Еще чего, конечно, вызову. Но я вам дам 1,5 часа форы.
И вы полностью оплатите заказ. Еще чего, конечно, нет. Она же в мои планы не входила. Маша, ты что, с ним торгуешься? А вот задаток можете оставить себе, он ваш. Подождите, она на вашей совести. Давайте не будем спорить, или вы выполняете мои условия, или я набираю 0,2. Подождите, мне надо подумать. Маша, 10 да секунд. тут думать надо. Раз. Да пусть звонит куда хочет. 2, 3. Я согласна. При одном условии. Каком? Какое условие, Маша? Мой муж немедленно уйдет отсюда. А вы одна справитесь? Уже справлялась. Ступайте. Нет, Маша, я никуда не пойду. Вы знаете, я не любитель семейных скандалов, поэтому считаю до 3 и жду на вызов. Феденька, родной, ступай, я тебя прошу. Раз. Маша, я никуда не пойду. Два. Нет, Я тебя Маша, прошу. три. Стоп. Тихо. Тихо, успокойся. Все, я ухожу. А ну, мобилу бросил ты! Тише, не надо так пистолетом трясти, он может выстрелить. Мобильник положил, ты тварь, я тебе сейчас голову разнесу. Да, Федор, давайте вы поставите пистолет. А то вы промажете, и это будет драка. Да. Федя, родной, что ты делаешь? Тише, он на взводе, пистолет может выстрелить. Сейчас мы проверим, выстрелил он или нет, а? Сейчас. Стойте! Смотрите, я кладу медленно на телефон. Довольны? Что дальше? Руки подними. Ну? Ногу подними. Это зачем? Поднимай, говорю. Подпрыгни. Чего? Подпрыгни, говорю. Федя, что ты делаешь? Как что, Маша? Проверяй пульт управления. Хорошая вещь в хозяйстве, а? Ремень снимай, а? Шоу стало утомлять. Машка, хватит ломать комедию. О чем это вы? Машка, харе мужа пристрелю. Не понимаю. Ты что, хочешь сказать, что ты меня не помнишь, ты меня не узнаешь? Маша, о чем это он, а? Да не знаю я. Ну, как знаешь. Кто же мне филолог? Надо же, а? Скоты. Натуральные скоты. Такие перепады. 3-й раз уже. А вот если у меня техника сгорит, кто мне компенсировать будет? Ты же застрелил его только что. Машка, я всегда за тобой тянулся. Ты мою любовницу гантели, а я твоего мужа из пистолета. В этой жизни надо все попробовать. Грех на душу взять, освежает. Поверить не могу. Он же был такой беззащитный, он бы мухи бы не обидел. Да он бы в тебя никогда не выстрелил, а ты? Нормальная у тебя реакция. Как будто я твоего попугайчика утюгом придавил. Попугайчика? Ну или хомячка. Да, не ожидал от тебя такой реакции. А где же плач, крики, вырванные волосы? На кого ты меня покинул? Где? Да у меня и мысли не было, что ты вот так можешь. У меня тоже не было мысли, но я честно предупреждал. Ладно, жену заказать, когда кто-то за тебя где-то там, а самому вот так. Машка, тебе ли говорить? Нет, это другое. Ты очень изменился. Все-таки узнала? Видишь, Федор, такое не забывается. Молодость, страсть. Со свиданицем. Может, поцелуйте? Иди к черту. А вот ты ничуть не изменилась. Чуть что, сразу иди к черту. Так ты поэтому стрелял? Из-за меня, да? Забыть меня не можешь, да? Столько лет прошло. Лестно, да? Случайная встреча и вдруг убийство. Его ревность все еще тлела под горой. Каких-то там этих, да? Да я тебя лет 5 проклинал и ненавидел, а потом просто ненавидел, а потом от случая к случаю. Налей мне выпить. На вопрос ответишь? Смотря какой. Да пора уже на любой отвечать. Ничего теперь-то уж. Ну? Почему он? У тебя ведь столько всяких было. Актеры, гитаристы, там даже директор рынка, кажется, был. Такой толстый, не помню, как его звали. Малхас. Малхас. А ты в итоге осталась вот с этим вот существом. Не называй его. Ой, какая трогательная забота.
А ты в итоге осталась вот с этим вот филологом. Почему? Просто так получилось. Мне было хорошо с ним. Слышишь ты, филолог, а где же я любила его безумно? Или он был надежный? Или он был круче в постели Малхаза в 44 раза? Ничего такого нет. Просто так получилось. А ты, выходит, причину ищешь, да? Хочешь знать, почему я тебя бросила? Так спасил бы сразу без Малхазов. Спрашивай. Не люблю, когда меня Маша называют. Терпеть не могу. Блевать охота устраивает! Нет. Ну, ответ принят. Эй, зомби недоделанный, вставай давай. Хватит симулировать разговоры взрослых послушивать. Давай, вставай. Вставай, говорю. У меня, кажется, сотрясение. Сотрясение. Да я вверх стрелял. Сотрясение. Да, я даже сознание потерял. Сознание. Ты сознание еще в роддоме потерял. И на всю жизнь. А сейчас просто притворялся. Федя? Федя? Это была чрезвычайно жестокая шутка, Федя. Да, Маша, по тебе незаметно было. Что? Пицца не видать не стала, поэтому? Маша, твоя выдержка сегодня поражает. Федя, а ну посмотри на меня. Это вы что с ним так вместе развлекаетесь? Развлекаемся, Маша? Развлекаемся. Мне сегодня в голову какая-то рыжая тетка пистолетом тыкала. У меня жена человека убила. Да еще с каким-то Малхазом спала. По-твоему, Маша, это похоже на развлечение? Да, Машка, здесь пока развлекаюсь только я. Да ты что говоришь? А какого черта ты здесь валялся, как суслик в спячке, если ты живой? А ему интересно было, ведь так? А мне тоже было бы интересно. Как моя благоверная себя поведет, когда я только-только отпинусь? Да что ж твою. О, кстати, скоро вернется твоя благоверная. И что мы с ней будем делать? Вот какая кровожадная, а? Одной смерти ей мало, надо еще. Можешь успокоиться, никто не придет. Погодите. Не объяснитесь? Отчего же? Нет у меня никакой благоверной. Как? А вот так нет. Понимаете? Вы и ты, Машка, на протяжении нескольких лет были моим персональным театром. Театром? Ну, это так, фигурально выражаясь. Понимаете? По всей вашей квартире были установлены камеры и микрофоны. За вами следили еще и в городе, и в некоторых других местах тоже. Игорь, ты что, следил за мной? Какая мерзость. Машка, да не за тобой, а за вами. Здесь ведь главное что? Диалог, конфликт, столкновение характеров. Как я сразу не поняла. Федя, Федя, он же обычный маньяк, Федя, извращенец. Ты видел его, а? Да я тебе засужу, гаденыш. Ты у меня на адвокатах разоришься. Машка, не будь жалкой. Я не разорюсь. Я богат, у меня денег много. А как ты на меня в суд подашь, когда на самой труп висит? Нет, ну вы не объясните, почему мы? Мы-то почему? У нас такая обычная серая жизнь. Успокойся, Федя. К тебе это не имеет никакого отношения. Это месть. И только месть. Уязвленное самолюбие у мальчика. Да-да-да. Я его так получилось, когда-то бросила. Нет. Не просто бросила, а обчистила всю семью. Сказала, что у нее сестра раком болеет. Мы деньги собирали. Маша, у тебя есть сестра? В том-то и дело, что нет никакой сестры. Прикиньте такое выдумать, а? Моя бабка фамильное золото в ломбард заложила. Федя, прости меня. Я тогда была молодая и дурная, не понимала, что я делала. А я жениться хотел. В квартире прописать хотел. Со всеми родственниками из-за нее перелаялся. Да я ж тебя на улице подобрал, дурында! Ты ж в одних драных колготках ко мне заявилась. Так это она в драных колготках? Складывайте на лету. Маша, ты что, в ГИК поступала? При чем тут ГИК, Федя? Решили все вопросы, остался самый насущный, самый главный вопрос. Поступала я в ГИК или нет? Маша, успокойся, но я просто думал, все о тебе знаю. Федор вы Константинович, наивный же вы филолог. Да она туда как на работу ходила. Тоже был щенком наивным, прожил с ней 3 года. Заткнись, заткнись. То у нее одноклассник приехал, то
то невинный поцелуй под вешалкой, Маша, это все о тебе? то у нее спонсор появился. Даже такого слова спонсор не было, а у нее уже спонсор был. Заткнись ты! Все вам наплюхать подавай, а? А знаешь, как мне было? Каково мне было? Ты знаешь, ты не знаешь, что тогда на улице осталось. Мне тогда не ночевать было негде. Ты, если хочешь знать, я с тобой спала, а потом плевать шла. Я от тебя ненавистью беременела. Понимаешь, душ тебя не смывал, приходилось другими мужиками оттираться. А за Федьку это вышло, потому что он как стенка. От него можно голова всю жизнь. Стучаться тебя, паскуду, из памяти выколачивать! Ненавижу! 18 лет я воображал себе, что будет, когда Машку встречу. Деньги делал. Ну, конечно, слухи до меня доходили, что живет, перебиваясь кое-как, что и муж есть, и ребенок. Наверное, это не по-мужски, но меня ваши неудачи окрыляли, были моим вечным двигателем. Когда у вас дача сгорела, я 10-й миллион сделал. Сделал 100-й, когда собака вашей дочери сдохла. А потом, когда я уже почти забыл о ней, тут встретил ее на вечеринке. 2 года назад. Да. Я ее сразу узнал. Хотя она очень изменилась. Мешки под глазами, жирок, платьишко замызганное. Я подумал, вот оно, вот сейчас! Она глянула на меня безразлично. Узнала меня, я это сразу почувствовал, но сделала вид, как будто не узнает. Меня там модели окружали, у меня интервью брали, а тебе было безразлично. Почему, Машка, почему? Моя служба безопасности по всей квартире вам камеры воткнула. Я смотрел на нее каждый вечер и думал, ну как же так? Как же так? Почему она не подошла даже? Почему? Загадка. Отгадали? Нет. Чужая скучная жизнь. Быт. Рутина. Вдруг это меня затянуло сильнее любого триллера. Это было круче Большого брата и шоу Трумэна. Я слышал, как ваша дочь говорит за вашей спиной, как ваша жена вас ненавидит и как вы от нее устали. И тут я понял, это не театр никакой на самом деле. А у меня в руках реальный симулятор Бога. И я начал вмешиваться в их жизнь. Я дал их жизни смысл и символы. У того Бога пути неисповедимы, и в замыслы его не проникнуть. И никто не знает, есть ли он вообще. А я есть. Я свой, домашний, человеческий. Маша, уходи, Маша! Я не могу без тебя. Уходи, не ночью уезжай, Маша! Я люблю тебя, Фи. Уходи! Уходи! Алло. Милиция. Совершено двойное убийство. Малый Ставрогинский переулок, дом 44, квартира 155. Поспешите. Убийца все еще на месте.